Всевозможные рейтинги всегда вызывают большой интерес у публики. В гонку за красивыми регалиями часто и не по своей воле вступают не только отдельные лица, но и целые регионы. Только вот на фоне самых экологически чистых, богатых или инвестиционно привлекательных быть самыми пьющими как-то не очень комфортно. Что интересно, соседи Коми по алкогольному рейтингу преимущественно северные регионы. Аналитики связывают это с суровыми климатическими условиями. На всех северных территориях, хоть у нас, хоть Канада, хоть США, хоть Аляска, на севере пьют больше. У нас была серия работ по алкогольным психозам. Они брали, мы Архангельскую область брали, и вот у нас как раз мы Воркутой занимались. И, в общем-то, мы показали, что вот этот фактор севера в определенные периоды года, даже тоже вот одно и то же заболевание протекает гораздо более тяжело. Вот вы сказали про алкогольные психозы. Значит, вот в Воркуте, вот в это время, сейчас, значит, психозы протекают более тяжело, психотические состояния более тяжелые, чем если мы возьмем, скажем, там ноябрь, декабрь, то есть вот эту часть года. То есть мы занимались как раз в таком сезонном аспекте. Поэтому на севере это все немножко более жестко проходит. И все же специалисты успокаивают. Третье место Коми в таком рейтинге еще не означает, что жители региона чаще других своих соотечественников балуются спиртным. Ведь речь идет о продаже именно лицензированного алкоголя. Статистика скорее результат активной работы по выводу контрафакта из тени. На высокие показатели потребления алкогольной продукции в республике влияет большое количество лицензированных торговых точек, легально реализующих спиртные напитки. Благодаря тому, что мы находимся в прямом контакте с предпринимательским сообществом, мы можем своевременно отследить и проанализировать допущенные нарушения внутри этого рынка. Если в 2018 году мы организовали такое сопровождение с 200 предпринимателями, то уже в 2019 году мы смогли расширить этот пул до практически 450 предпринимателей, которые были заблаговременно уведомлены об изменениях времени продажи, о изменении структуры продажи, об изменении особенностей декларирования тех или иных видов алкогольной продукции. Для сравнения, в Коми на сегодняшний день 3 легальные точки продаж в расчете на 1000 совершеннолетнего населения. Тогда как по северо-западу цифра ниже, примерно 2,3 точки. А в Российской Федерации и вовсе меньше 2. Конечно, говорить о полной капитуляции контрафакта пока рано, но ситуация обнадеживающая. Опасения сейчас вызывают больше сельские территории. Там, как показывает практика, за бутылку, чаще нелицензированную, берутся из-за банального безделья и отсутствия альтернативных развлечений. Как правило, люди, которые не употребляют ничего, они чем-то занимаются, они чем-то увлечены. Как правило, это люди, занимающие активную жизненную позицию. Им некогда скучать, им некогда слоняться без дела или о чем-то переживать. Они всегда в потоке творческом. К слову, в конце прошлого года Минздрав представил свою официальную статистику. За 2018 впервые диагноз алкоголизм или алкогольный психоз по всей стране получили более 75 тысяч человек. И здесь в призерах уже другие регионы. По числу новых выявленных случаев лидируют Чукотский автономный округ, Якутия и Ненецкий автономный округ. В Коми наблюдается снижение показателя заболеваемости. Сейчас от хронического алкоголизма в республике страдают более 8 тысяч жителей. За всеми пациентами наблюдают наркологические службы. Им оказывается как психиатрическое, так и реабилитационное лечение. Но здесь в первую очередь важно, чтобы сам человек осознал свою зависимость и захотел что-то исправить. Многие боятся попасть на учет и в больницу попасть. Они имеют только такой вариант развития событий с положительным результатом. То есть для выздоровления хоть какой-то выход должен быть. Это все-таки психиатрическое заболевание, наркологическое, психиатрическое заболевание, и людям надо хотя бы выговориться. Если они пошли выговориться, то они дальше придут к врачу. Излечение – процесс не быстрый. Если же говорить о регионе или стране в целом, цель и вовсе пока кажется недостижимой. Слишком долго бутылка горячительного была обязательным атрибутом праздника на каждом столе. Сейчас важно воспитать уже новое поколение так, чтобы они не ассоциировали веселье с высоким градусом. Тогда и в причинах антирейтинга разбираться не придется. Для этого в Коми уже немало делается. Так законом установлен запрет розничной продажи алкогольной продукции с 10 часов вечера до утра. А в знаковые дни знаний, защиты детей, молодежи купить спиртное и вовсе нельзя. Как и в особых местах – скверах, парках и других территориях, рассчитанных на отдых, туризм и занятия спортом. Ксения Лосева, Олег Юшков, телеканал Юрган.